в этом году ЕГЭ больше не выпускной экзамен. Для получения аттестата ЕГЭ и ОГЭ не нужны. ЕГЭ сдают лишь те выпускники, которые планируют поступить в вуз. Ну, естественно, таких большинство. И поэтому сдавать экзамены нужно лишь по тем предметам, которые необходимы для поступления в университет. Ну, а это уже нужно узнавать на сайте самого вуза. Понятно, что многие школьники весь год усердно готовились. И что, все зря? Разрешили не сдавать предметы, которые не нужны при поступлении. Соответственно, для меня это огромный плюс, потому что я не буду сдавать математику, она мне не нужна при поступлении. Сдавать ЕГЭ планируется с 29 июня. До этого времени у ребят будут онлайн-консультации. Экзамен будет проходить под жесточайшим контролем медиков. На входе ребятам будут измерять температуру. Аудитории, в которых проходят экзамены, обязательно будут дезинфицированы. А школьников рассадят друг от друга на расстоянии 1,5 метров. Да уж, так точно не спишешь. А вот девятиклассникам уже можно расслабиться и вовсю начать отдыхать. Ведь ОГЭ отменили совсем, но только в этом году. Я обрадовалась, потому что... Не потому что я боялась не сдать ОГЭ, а потому что... лишняя головная боль, правда, это мне только на руку ее отсутствие, и мои одноклассники тоже этому очень рады, но те, кто прям реально сидели, учились, тратили время и деньги на репетиторов, те говорят, что обидно, и я их понимаю. Итоговые оценки девятиклассники получили по всем предметам на основании годовых. Единственный минус отмены ОГЭ – это отсутствие тренировки перед ЕГЭ для тех, кто пойдет в 10 классы. Но мы думаем, из-за такого никто особо и не расстроился. Татьяна Никитина специально для Горы новостей.